последнее время в Крыму наблюдается активная деятельность различных христианских сект. Они пытаются вербовать не только христиан, но и мусульман Крыма. Для этого они переводят на крымско-татарский язык свою сектантскую литературу. Среди такой литературы присутствует и священное писание христиан и иудеев, такие как Евангелие, Тора, Псалтырь, которые переведены украинским библейским обществом, Институтом перевода Библии в искаженном виде. Вся эта литература оформлена в мусульманском и восточном стилях и практически в стиле традиционного оформления Корана. Массово распространяется сектантская литература и для крымско-татарских детей. Также выпускаются и раздаются календари и диски с аудио и видеоинформацией. В год по 2-3 визита в каждый дом фиксируются. Я знаю по себе, к нам приходят и к моей маме. Понятно, как любая секта, люди подготовленные приходят. Одно дело, я убежденный человек, я их не пускаю до двери даже, выгоняю, прогоняю. Но есть такие люди, которые впускают их в дом, общаются. И я знаю, что у нас даже зафиксированы такие ситуации, что они здесь снимают квартиру в мечети. Есть и крымские татары, которые вошли в эту секту, в общем, которые игнорируют уже мусульманство. А когда употребляются такие слова, как Аллах, конечно, это цепляет. Люди с устойчивой психикой, с устойчивым убеждением, которые прожили какой-то определенный этап жизни, видели какие-то трудности, возможно, они по-своему философски к этому отнесутся и проигнорируют, а молодежь это может зацепить, к сожалению. Данные книги переведены на крымско-татарский язык с подменами понятий, что в свою очередь вводит крымских татар в заблуждение. Явным доказательством этому является использование таких слов, как Аллах, Раббим, Юдже, Эльхамдулиллях, Сура, Пейгамбер и многие другие слова, которые используются мусульманами, но ни в коем образом в Библии или Торе. В частности, при переводе на крымско-татарский язык некоторых издержек из Торы, Евангелия, понятие стихотворения заменено словом «сура», которое присуще только священному писанию мусульман Корану. Однако о Коране в этой литературе ничего не сказано. Также сектанты пытаются с помощью подмены понятия убедить, что Библия является последней священной книгой, которая была ниспослана Всевышним. И тем самым отвергается Коран, как священная книга мусульман. В муфтиате Крыма, обращаясь к крымским татарам и всем мусульманам, призывают быть осторожными и внимательными. Мы можем отметить распространение сектантской литературы свидетелей Иеговых. И в данном случае нужно подчеркнуть, что они не принимаются и ортодоксальными христианскими конфессиями, то есть православием, католицизмом и протестантством. То есть они, по мнению самих же христиан, считаются сектой, поэтому их литература, она никоим образом не отражает христианское именно вероучение. Ну и, следовательно, распространение среди мусульман Крыма категорически будет неверным, хотя бы с этой точки зрения. Я говорю к тому, что не идет речь о преподнесении информации об одной из мировых религий, христианстве. Я подчеркиваю именно то, что, по мнению самих же христиан, это является сектой, а то есть это субъективное и неправильное представление о христианстве. Кроме того, в литературе, изданной свидетелями Иеговыми, в частности, например, на крымско-татарском языке, это и диски, это и песнопения на крымско-татарском языке, календари, мы видим подмену понятий. То есть там Бог называется именем Аллах, как в исламе. Также библейским персонажам, например, пророкам, даются имена именно так, как они упоминаются в Коране. То есть, например, не Иисус, а Иса, не Моисей, а Муса. Это является подменой понятий. То есть пытаются выдать какую-то сектантскую литературу и свои понимания, свое мировоззрение, как нечто близкое мусульманам в их словарных оборотах, в их речах и в их словах. Это категорически неправильно, потому что в Библии нету имени Муса, нету имени Иса. Есть именно те варианты, и поэтому, если даже это делается перевод, то он должен быть точным. С точки зрения ислама,
те крымские татары и мусульмане, которые переходят, например, или перенимают идеологию или же мировоззрение вот данной секты, свидетелей Иеговы, или же других каких-либо сект христианских и нехристианских, например, то в данном случае мы имеем в виду факт не перехода в другую религию, а просто отход от ислама. Поэтому это с точки зрения ислама считается очень большим грехом и вероотступничеством. Айдер Аджмамбетов, Делявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.